В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Визит дружбы. Впервые с официальным визитом в Абхазию прибыл президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. О возможных направлениях развития банковского сектора экономики. Заседание Банковского совета в Сухуми. Учения на день рождения. Комплексные тактико-специальные тренировки МЧС в Ачамчире. Сегодня впервые с официальным визитом в Абхазию прибыл президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Церемония встречи президента дружественной страны прошла на государственной границе Республики Абхазия. В пути следования в столицу члены официальной делегации сделали остановки у памятников боевой славы в Гагре и Сухуми, почтив погибших защитников Абхазии, и возложили цветы к мемориалу Владиславу Ардзенба в селе Ишера. И только затем состоялись официальные встречи и подписание двусторонних документов. Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова встречали вице-президент Абхазии Виталий Габня, министр иностранных дел Даур Ковы, глава администрации Гагарского района Заур Баганба, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медуев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Южной Осетии Алан Илбакиев и чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Бациев. Анатолия Бибилова как дорогого гостя встретили хлебом-солью. По дороге в Сухум члены делегации сделали остановку в городе Гагра, где возложили цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, павшим за свободу и независимость Абхазии. Анатолий Бибилов, а также представители руководства Абхазии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии, возложив цветы и венки к мемориалу погибших в парке боевой славы в Сухуми. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым возложила цветы к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба в селе Нижняя Ишера. Ровно 14:00 перед администрацией президента Абхазии выстроен почетный караул. Все готово к официальной встрече двух президентов. Анатолия Бибилова встречает Рауль Хаджимба. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, почетный караул в честь прибытия президента Республики Южная Осетия построен. Начальник караула капитан Гвазава. Господин президент Республики Южная Осетия, почетный караул в честь вашего прибытия в столицу Республики Абхазия, город Сухум, построен. Начальник караула капитан Гвазава.
Главы государств по очереди представляют друг другу членов официальных делегаций. Затем в Большом зале администрации президента началась двусторонняя встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Рауль Хаджимба еще раз поздравил Анатолия Бибилова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Между странами уже подписано 8 двусторонних документов, и развитие наших взаимоотношений будет продолжаться по всем направлениям, подчеркнул президент Абхазии. Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и отметил, что страну души Абхазию и Южную Осетию связывают самые душевные отношения, и это взаимодействие должно расти во благо наших народов. Анатолий Бибилов пригласил Рауля Хаджимба посетить Республику Южная Осетия с официальным визитом. Нас сегодня связывают многие моменты, которые складывались не сегодня, не вчера, а еще давно. И я думаю, что нам следует приумножать эти отношения, которые традиционно складывались еще нашими предками. Нас связывает не эта дружба, которая, конечно, укрепила и наши отношения, когда пришлось бороться с одной и той же проблемой. Это проблема, когда хотели, чтобы абхазы не жили на территории Абхазии, осетины не жили на территории Южной Осетии. И не только это нас скрепило нашу дружбу, но это дружба вековая. Об этом заявили и начали делать наши предки. Я думаю, что мы не просто должны, а обязаны нарастить вот эти взаимоотношения, которые у нас сложились. После встречи двух президентов состоялись двусторонние переговоры в расширенном формате. Представители официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии обсудили перспективы двусторонних взаимоотношений. По окончании переговоров в Большом зале прошла церемония подписания плана консультаций между Министерством иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств двух стран Даур Ковы и Дмитрий Медоев. Договор о сотрудничестве между общественными палатами двух стран подписали секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба и председатель Общественной палаты Южной Осетии Анатолий Джиджоев. После подписания соглашения президенты двух стран Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов встретились с журналистами. Тема нашей сегодняшней встречи глав двух государств – это дальнейшее развитие взаимоотношений между Южной Осетией и Абхазией. Направлений достаточно много. За это время подписано 8 документов двухсторонних, но поле деятельности достаточно широкое, и мы уверены в том, что все эти работы будут продолжены. Был период, когда интенсивность этих отношений немного снизилась, но сегодня следует все это поднять на достаточно высокий уровень. Есть вопросы, связанные с экономикой. Хотя многие говорят, логистические возможности являются не самыми лучшими, но есть маневры, вернее, поле для маневров, где мы можем и в этом направлении активно работать.
Вопросы культуры, вопросы гуманитарной сферы. Сегодня уже вы видели и были очевидцами подписания соответствующего соглашения между общественными палатами Республики Южная Осетия и Абхазия. Я думаю, что здесь тоже есть возможности для того, чтобы показать, насколько наши общества ушли вперед. Конечно же, отношения, которые на сегодняшний день есть между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия, они высокие, но у нас есть возможности для того, чтобы выводить их еще на более высокий уровень. Я уверен, убежден, что наше желание и президента Абхазии, и президента Южной Осетии в первую очередь исходят из интересов наших народов. Считаю, что кто бы ни был президентами наших двух братских республик, мы обязаны эти отношения сохранять, мы обязаны эти отношения приумножать, и эти отношения должны быть абсолютно на всех направлениях жизнедеятельности наших государств, жизнедеятельности наших народов. Возможностей, как подчеркнул Рауль Джумкович, у нас предостаточно. Я могу вам пример такой привести. Будучи министром МЧС Южной Осетии, мы довольно-таки тесно взаимодействовали с соответствующей структурой Абхазии. Мы отправляли сюда, в Абхазию, наших спасателей. Они здесь проводили совместные учения, обучали друг друга, передавали опыт. И вот это одно из направлений. Сегодня мы уже подчеркивали и про культурные мероприятия, которые сегодня проходят в Абхазии. Вот эти направления развития, абсолютно во всех направлениях, подчеркиваю, должны найти свое развитие. И мы, как руководители двух наших братских республик, конечно, этому будем способствовать. Скажите, пожалуйста, вот в экономической сфере какие у нас могут быть взаимоотношения между двумя республиками? В Абхазии есть вопросы, связанные с темой развития инфраструктуры туризма, горного туризма. И в Южной Осетии есть и такие возможности. Я думаю, что здесь мы могли бы поработать на то, чтобы и у Южной Осетии такие возможности были бы более широкими, и у Абхазии. Сфера курортологии – это немаловажная тема, которую нужно возобновлять. Мы практически очень многое, что утеряли за период послевоенного этапа, но сегодня вновь мы можем начинать эти работы. Ну и многие другие направления, которые важны для нас. Мы говорим о том, что нужно развивать экономику. Я часто повторяю, российская финансовая помощь, она будет не бесконечной. Поэтому мы должны изыскивать те возможности, которые есть у нас внутри, а таковых достаточно. Это не только туризм, это аграрный сектор. В Южной Осетии достаточно активно развивалось в свое время садоводство. Я знаю, это одна из самых таких активных территорий, которая занималась и этими направлениями сельского хозяйства. Почему бы и нам в этих направлениях не работать вместе? Что касается конкретно экономической составляющей, часть Рауль Джумкович сказал, могу сказать, что, допустим, поставка на рынок Южной Осетии тех же мандаринов имеет огромную перспективу. К сожалению, говорю, на сегодняшний день мандарины мы обычно завозим со стороны Грузии. Всему миру известно, и по советскому пространству известно, что абхазские мандарины гораздо сочнее, вкуснее, чем мандарины наших, скажем так, партнеров соседнего нашего общего государства. Это одно из направлений. Второе направление. У нас есть все возможности для того, чтобы, допустим, создавать совместные предприятия по тем товарам, которые производятся в Южной Осетии, по тем товарам, которые есть в Республике Абхазия. Рынок для того, чтобы нашими совместными усилиями, совместными предприятиями выходить на российский рынок. Сегодня мы должны понимать, что география рынка, где мы можем быть представлены на самом высоком уровне, оно расширяется. Поэтому, опять-таки, все перспективы есть. Что касается, допустим, образования, сегодня, для вашего сведения, в университете в Южной Осетии учатся представители Абхазии, если вы не знаете. Мы можем отправлять наших детей для обучения, для учебы в высшие учебные заведения Республики Абхазия. Про культуру мы уже сказали.
Не побоюсь говорить и про взаимодействие в сфере наших силовых структур, специальных служб, министерств обороны, которые и сегодня, в принципе, тесно взаимодействуют, но мы бы с удовольствием с Раулем Ханджибо поприсутствовали на совместных каких-то учениях, это будет на территории Южной Осетии или на территории Абхазии. Это для нас, в принципе, существенной разницы нет в этом. Поэтому, опять-таки, сферы деятельности абсолютно разные. У меня вопрос к президенту Южной Осетии. Всем известно, что наши ведомства, министерства тесно контактируют, взаимодействуют, сотрудничают. А вот как вы думаете, имеет ли смысл создать такую совместную группу, которая будет продвигать интересы на международных площадках, таких как консультации женевские, в России какие-нибудь неправительственные организации, когда будут собираться, чтобы эта совместная группа абхазо-осетинская вместе могла бы взаимодействовать и продвигать интересы политические. Как и везде, в том числе, скажем так, в том числе и в Америке, к неправительственным организациям, конечно, обычно очень пристальное внимание. Я абсолютно уверен, что все неправительственные организации в первую очередь должны быть патриотически настроены по отношению к своей родине. Это первое. Второе. Что касается наших взаимоотношений именно в развитии международных связей, в этом направлении наше Министерство иностранных дел довольно-таки плотно общаются. Не хочу пока назвать, скажем так, государство, но сегодня как раз совместно проводятся консультации МИД Республики Южная Осетия, МИД Республики Абхазия и наши партнеры стратегические. Проводится работа по тому, чтобы число стран, которые признало нас, оно увеличивалось. Подчеркиваю, сегодня конкретные шаги в этом направлении делаются. Это наши министры в этом направлении поработали на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Определенные договоренности есть, определенные шаги делаются. Вы упомянули женевские дискуссии. Там тоже наши представители на этих переговорных процессах, они выступают одним фронтом, с одной позицией. Подчеркиваю, у нас практически одинаковая история и одинаковое понимание проблемы, и одинаковая боль, которую мы все с вами перенесли. Поэтому в этом отношении довольно-таки активная работа, и я уверен, что опять-таки эта работа будет более активной. В завершении официальной встречи главы государств и члены делегации вышли на пешую прогулку по набережной Сухума. Прогулка двух президентов по набережной Сухума больше похожа на передышку после насыщенной официальной программы. Рауль Хаджибо угостил коллегу чашкой кофе на знаменитой Брехаловке. А погода, словно хотела сделать пребывание гостей из Южной Осетии еще более приятным, спрятала солнышко за тучи, и с моря подул прохладный морской бриз. Анатолий Бибилов пил кофе и внимательно слушал рассказы об Абхазии. В нашей стране президент Южной Осетии бывал не раз, но в музее боевой славы имени Ардзинба побывать раньше ему не удавалось. Анатолий Бибилов с удовольствием принял приглашение посетить памятник воинской доблести. В каждой комнате музея собраны экспозиции на отдельную тему. Например, здесь документы и рукописи первого президента, главнокомандующего Владислава Ардзинба. Конечно же, он был бы одним из величайших ученых-хитологов, если бы не то, что произошло. Надо было возглавить народ, который должен был себя защитить. Но и наука оказалась в стороне. Ведь он не был военным человеком, а мыслил по-военному. Следующая экспозиция – оружие времен Отечественной войны. Все образцы настоящие. Кое-что в музее отдали ветераны, часть со складов. А Шайтан-труба Стхуарчала, ведь именно там в период войны выпускали оружие, пусть даже и с таким совсем не военным названием. В зале памяти женщин, отдавших жизни за свободу Абхазии, Рауль Хаджибо и Анатолий Бибилов провели больше всего времени. Они вглядывались в каждую фотографию, пытаясь запечатлеть в памяти образы героинь. Президент Южной Осетии сделал запись в гостевой книге. Братскому абхазскому народу он в первую очередь желает мира. У народа, у которого есть
память о прошлом, о прошлых трагедиях, о войне, у этого народа есть будущее. Мы прекрасно понимаем, что без вот этого музея, без памяти о тех ребят, которые отдали свои жизни, без того, чтобы не показывать это молодым детям, завтрашнему дню, конечно, будущего нет. Меня в этом музее больше, как говорят, зацепило за душу те девушки, молодые девушки, которые отдали свою жизнь за будущее Абхазии. Мужчины, да, мужчины, понятно, это их работа защищать свою землю, но ведь если вдуматься, вот эти молодые девушки отдали свою жизнь за спасение этих мужчин и за спасение самой, в общем-то, Абхазии. Поэтому, конечно, вечная память, которые погибли, и, конечно, огромное спасибо тем людям, вот, которые здесь стоят, которые сохраняют всю эту память и приумножают вот те материалы, которые нам говорят о трагедии, которая была здесь, в Республике Абхазия. И, конечно же, мирного неба абхазскому народу. Абхазский народ достоин, чтобы жить в мире, в спокойствии, и чтобы она, наша родная республика, развивалась. Первый день официального визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова был насыщен встречами и переговорами. Но это еще не конец рабочего дня. Вечер обещает быть не менее плодотворным и интересным. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В рамках официального визита в Абхазию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с детьми из Южной Осетии, отдыхающими в Абхазии. Приезд юго-осетинских детей стал возможен благодаря приглашению премьер-министра Беслана Барцыц во время посещения им одной из цхинвалских средних школ. Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба поинтересовались у ребят, как им отдыхается здесь. Дети с удовольствием поделились с ними своими впечатлениями. Были? Да. Сегодня же президент Республики Южная Осетия дал интервью абхазскому телевидению и телеканалу «Абаза». Интервью смотрите в нашей программе после новостей. Первый официальный визит президента Республики Южная Осетия в Абхазию завершится завтра, в субботу. Деятели культуры Южной Осетии удостоены почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия». Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Залине Салиевой, главному дирижеру государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» и солистам ансамбля Маирбегу Балатаеву и Зарине Джабиевой. К другим темам. В Министерстве иностранных дел Абхазии прокомментировали некоторые высказывания относительно внешнеполитической деятельности страны, прозвучавшие на съезде Республиканской политической партии Амцахара. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на некоторые заявления, прозвучавшие в ходе съезда политической партии Амцахара 29 июня 2017 года. В частности, в выступлении депутата парламента Аслана Бжания прозвучало мнение об отсутствии каких-либо подвижек в процессе расширения международного признания нашей республики и условий для вступления Абхазии в различные международные организации и объединения, в том числе созданные по инициативе Российской Федерации. В этой связи хотели бы проинформировать общественность Республики Абхазия о том, что Министерством иностранных дел Республики Абхазия ведется достаточно интенсивная работа по дальнейшему признанию независимости Республики Абхазия. Учитывая серьезное противодействие этим процессам со стороны Грузии и ее партнеров, информация об осуществляемой работе в этом направлении сознательно не афишируется. Необходимо отметить, что процесс налаживания новых межгосударственных взаимоотношений достаточно сложный и кропотливый, требующий времени и терпения от всех участников. Кроме того, напомним, что в процессе налаживания взаимодействия и установления новых международных контактов абхазская сторона сталкивается с беспрецедентным финансово-экономическим и политическим давлением со стороны западных партнеров Грузии, прежде всего из США и ЕС. В этом свете показательным является решение Палаты представителей Конгресса США, которая приняла поправки в бюджет текущего финансового года, запрещающие оказывать поддержку какой-либо стране, признающей независимость Абхазии и Южной Осетии. Что касается проблемы вступления Республики Абхазия в международные организации,
необходимо понимать, что этот вопрос находится в той же плоскости, что и процесс признания, и носит сугубо политический характер. Учитывая эти факторы, в краткосрочной перспективе очень сложно рассчитывать на полноправное участие Республики Абхазия в международных организациях. Касаясь тех организаций, которые были созданы по инициативе и при поддержке Российской Федерации, такие как СНГ, ОДКБ, Евразес и другие, то решения о вступлении новых членов этих организаций принимаются коллегиально всеми странами-членами, многие из которых не имеют дипломатических отношений с Республикой Абхазия. Несмотря на все объективно существующие трудности, МИД Абхазии предпринимает попытки по вступлению в различные международные организации. В частности, ведется планомерная работа по участию нашей республики в международных организациях, действующих в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фоне сложной международной обстановки абхазская сторона продолжает наращивать взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Высокая оценка российско-абхазского стратегического партнерства была дана помощником президента России Владиславом Сурковым в ходе его недавнего визита в Абхазию. Как отметил Владислав Сурков, экономическое и политическое взаимодействие между Абхазией и Россией приняло плановый характер. Идет работа по секторальным направлениям, связанным с выполнением реализации договора между Абхазией и Россией. Сейчас наши отношения достигли большого прогресса. Что касается взаимоотношений на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, то они также носят интенсивный характер. Существует ежегодный формат совещания министров иностранных дел, проходит взаимодействие на площадке международных женевских дискуссий. Российская сторона продолжает оказывать содействие в решении многих вопросов, связанных с отстаиванием интересов Республики Абхазия на различных международных площадках. Сложилась хорошая практика распространения российскими официальными представителями на международных площадках документов, подготовленных МИД Республики Абхазия, в которых выражена позиция абхазской стороны по наиболее актуальным вопросам. Таким образом, несмотря на существующий скепсис, сотрудничество на уровне внешнеполитических ведомств двух стран продолжает динамично развиваться и укрепляться. В связи с вышеизложенным хотели бы заверить всех заинтересованных лиц в том, что МИД Республики Абхазия прилагает максимум усилий для дальнейшего признания независимости Республики Абхазия, а также предпринимает серьезные попытки по вступлению в различные международные и региональные организации. Возможные направления развития банковского сектора Абхазии были обсуждены сегодня на заседании Национального банковского совета. В состав совета вошли 2 депутата нового созыва. На встрече главный банкир страны Беслан Баратели ознакомил присутствующих с итогами деятельности банковской системы страны за первое полугодие 2017 года. Ни для кого не секрет, что Абхазия использует валюту другого государства. Именно поэтому объем денег в экономике зависит от платежного баланса нашей страны. Председатель Национального банка Беслан Баратели отметил, что с начала текущего года стал наблюдаться дефицит ликвидности в экономике. Это связано с тем, что финансирование республики началось позже обычного. Главный банкир страны считает, что дефицит денег привел к тому, что сократилась деловая активность в стране. Остатки наличных денежных средств в банках Абхазии сократились почти на треть. Но несмотря на все существующие проблемы, ситуация изменилась в лучшую сторону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Баратели. У нас по системе, по банковской, операционная прибыль выросла в 5 раз. Если в прошлом году за первое полугодие коммерческие банки по системе заработали 4 миллиона 917 тысяч рублей, в этом году за первое полугодие 25 миллионов рублей. Такая же ситуация и по бухгалтерской прибыли. В прошлом году первое полугодие было очень тяжелым. Первое полугодие в прошлом году закрылось с результатом в минус 90 миллионов из-за сберегательного банка, а в этом году минус 900 тысяч рублей, то есть на 90 миллионов лучше картина стала. Ну и Национальный банк тоже увеличил результаты с 42 до 57 миллионов рублей. То есть вот тот кризис ликвидности, который мы наблюдали весной, он, несмотря на то, что были сложности и с наличностью и так далее, все мы знаем, что были непростые времена, но тем не менее банковская система справилась, и мы идем в гору. На встрече также шла речь о доступности финансовых услуг для бизнеса и населения, ведь многие негативные явления в экономике Абхазии обусловлены неразвитостью кредитной системы. Большая часть экономически активного населения нашей страны не имеет полноценного доступа к финансовым услугам. Постоянно действующий консультативный орган в виде Национального банковского совета должен оказывать
оказать поддержку в совершенствовании денежно-кредитной системы республики и развитии банковской системы страны в целом. У новых членов Совета уже много идей и предложений, которыми они делились на встрече. Экономисты и финансисты говорят о том, что для выведения экономики из тени и росту доли налога в бюджете нужно переходить к безналичной модели расчетов. Но все понимают, что внедрять такую систему надо постепенно. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Тема развития банковской системы Абхазии будет продолжена в нашем субботнем эфире в передаче «События недели». Сегодня состоялся пленум Политсовета Компартии Абхазии, на котором был намечен ряд мероприятий и проведение 7 ноября торжественного заседания, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 11 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии отметили в Очимчире. До начала мероприятия представители руководства страны, сотрудники МЧС и зарубежные гости почтили память павших воинов у мемориала славы в центре города. Затем состоялось комплексное тактико-специальное учение сотрудников МЧС. Подробности в репортаже Алики Трапш. Комплексное тактико-специальное учение, приуроченное ко Дню образования МЧС Абхазии, состоялось на набережной города Очимчира с участием более чем 120 спасателей. Учения сотрудников спасательного ведомства страны проходили в разных этапах. Первым этапом учения стала ликвидация последствий ДТП. Она включала в себя тушение автомобиля, деблокацию пострадавшего и его эвакуацию в ближайшее медучреждение. Затем всем присутствующим на учениях МЧС показали момент спасения людей, находившихся на горячем судне. Для этого были задействованы 2 аварийно-спасательных катера, водолазы, а также вертолет Ми-8. По легенде, учений сотрудниками МЧС был потушен пожар в жилом многоэтажном доме, где также были эвакуированы все жители, а пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь. Затем спасатели извлекли альпиниста, пострадавшего в труднодоступной горной местности. Для его эвакуации был задействован вертолет и отряд конно-кинологического поисково-спасательного отделения с поисковыми собаками МЧС Абхазии. Также воздушное судно было задействовано при эвакуации тонущего человека в море. Затем спасатели МЧС провели имитацию поиска и обезвреживания взрывоопасного предмета с привлечением саперов. По окончании комплексного тактико-специального учения МЧС Абхазии секретарь Совета безопасности Республики Мухаммед Килба поблагодарил всех сотрудников спасательного ведомства за слаженную работу. Огромное вам спасибо за то, что вы нам здесь продемонстрировали на достаточно высоком уровне. Спасибо, дорогие друзья. Удачи в дальнейшем, чтобы в вашей жизни, в вашей деятельности все эти действия ограничивались бы в рамках учения. А в повседневной жизни, чтобы ваши профессиональные навыки, ваших профессиональных навыков мы реже, меньше мы в этом нуждались. Подводя итоги учений, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицини отметил, что в целом спасатели выполнили свою работу хорошо, а учения показали, что уровень подготовки спасателей с каждым разом растет. Сегодняшнее учение – это, опять-таки, анализ в подготовке. Здесь наверняка есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. Все это на практике показывает, а потом в рабочем порядке мы будем исправлять, делать поправки. И это очень полезно для службы. Своей слаженной работой спасатели МЧС Абхазии показали высокий профессионализм, отметил присутствовавший на учениях министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Руслан Мова. МЧС Абхазии показала хорошую выучку, слаженность. Мы очень приятно удивлены тем техническим вооружением, которое есть сегодня в МЧС. Это и водные катера, вертолеты. Это та специальная техника, которая помогает в сложных условиях справиться с поставленными задачами. Но самое главное, что здесь есть в Абхазии, это люди, которые профессионально подготовлены, обучены, слажены и умеют четко и быстро выполнить поставленную боевую задачу. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии было создано 4 июля 2006 года. Со дня основания и по сей день сотрудники МЧС, проявляя храбрость и мужество, спасают жизни людей, оказавшихся в тяжелых ситуациях. Алика Трапш, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.
И о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 23-26, днем плюс 28-31 градус. Температура морской воды плюс 24 градуса. Это все новости на сегодня. Я желаю вам всего доброго. До свидания.